Проходите в нашу комнату. Там тесно. Там тесно. Но вы не поместитесь. Это такая внутрисемейная забава – показать гостям, как из одной комнаты в общаге сделать спальню, гостиную, прихожую и кухню, при том, что квадратных метров меньше 20, и как разместить на этих метрах 3 детей и маму. Вынесли приставы холодильник. Вот у нас вот так вот висит, вот. Я туда его за окно. И оно у нас там висит. Но холодильник «Форточка» – это не из-за нехватки места. Настоящий холодильник забрали приставы по решению суда в счет оплаты долгов за коммуналку. Непомерная для семьи накопилась сумма почти 80 тысяч, а бывший муж не платит алиментов. Так что на все про все 6 тысяч заработок Оксаны. Я звоню, мама, мне жить не на что. Она говорит, ну ладно, сейчас приеду. Собирается, приезжает, мы идем в магазин, ее на деньги тратить. Вот смотрите, коммерческий найм. Вот 4 тысячи, 3 900. Но долги с помощью городских социальных служб вернули. Однако собственник общежития, подшипниковый завод, стоит на своем. Семья Дружининых подлежит выселению. И суд в пользу завода вынес свой вердикт. Теперь представители предприятия уже теребят приставов, мол, давайте, принимайте меры. До мая месяца, а потом все, придут судебные приставы, их просто-напросто выкинут на улицу. Я не знаю, куда они пойдут. Как еще помочь этой семье можно? Служба уполномоченного по правам детей обращалась к чиновникам, писала на завод. Кажется, использованы все рычаги, приняты все меры. Но мальчик Коля, больной ДЦП, его брат с сестрой-близняшки, на улице могут оказаться скоро. Завод не должен предоставлять им другое помещение. Конечно, по закону они имеют все основания, выселить семью Дружининых из жилья, в котором они проживают. Ну, а по-человечески это, конечно, уже другой вопрос. 9 тысяч человек-работников, подшипниковая махина. Оксана раньше тоже вставала по гудку, но болели дети, и ее попросили саму уволиться с завода. Теперь промышленной громадине потребовалось их жилье, пусть с ветхими стенами, вонью канализации и текущей крышей. Ой, ой, вообще, все, вот так будем сидеть. Нам некуда ехать. Сугроб, вокзал или какая подворотня, куда идти? Оксана перебрала варианты все, а заводские уже заходили к ним: съезжайте. Об этом Оксане сказали дети. Та пришла с работы, а все трое сидели на полу, и старший пытался вязать тюки. Самостоятельно так собирали к переезду вещи. 3 мужчины приходили с завода, типа представители. И они пришли, они сходу начали орать. Они сказали, что мы сейчас будем выбрасывать ваши вещи на улицу через окошко и выставим вас, и комнату опечатаем. Не нас боится. Дядя не боится. Юлия Махова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.